Свет, камера, мотор. Этот луч прямой и резкий, эти тени, голоса заставляют меня плакать и смеяться 2 часа. Быть участником событий, пить, любить, идти на дно. Жизнь моя кинематограф, черно-белое кино. Более 100 лет назад Огюст и Луи Люмьеры изобрели аппарат кинематограф. Появились первые фильмы, и сегодня уже невозможно представить нашу жизнь без этого вида искусства. Кино – это отдельный мир, где есть место любви и ненависти, истории и фантастики, войне и миру. Кино является источником новых знаний, впечатлений и эмоций. Оно заставляет людей грустить и веселиться, дарит немало волнительных мгновений, помогает вернуться в прошлое, глубже понять настоящее и попробовать заглянуть в будущее. Сегодня мы расскажем вам о том, как кинематограф в самом прямом смысле вошел в жизнь Ардона. Напомним о фильмах, в которых посчастливилось сняться ардонским самодеятельным артистом. Познакомим вас с некоторыми из них. Все персонажи нашего рассказа – простые жители Ардонского района. Разных возрастов, разных профессий, разных взглядов. Но всех их объединяет одно – любовь к искусству и творчеству, которому они отдают все свое свободное время. Ардон всегда считался кузницей остинской интеллигенции. Его Найвада Курдац. Отсюда вышло немало выдающихся общественных деятелей, просветителей, литераторов, музыкантов, театральных актеров, режиссеров. Более 60 лет в Ардоне действует народный театр. На его подмостках делали первые шаги такие известные личности, как Болот Хапсаев, Николай Саламов, Бимболат и Мурат Хумалаговы, Юрий и Марат Мирденовы. Марат Николаевич Мирденов долгое время проработал режиссером нашего театра. Вот он и посоветовал пригласить статистов из Ардонского народного театра Измаилу Бурнацеву, который снимал в то время художественный фильм «Волшебная папаха». И это был как бы первый опыт ардонцев в большом кино. 1990 год. «Волшебная папаха». Одна из самых любимых комедий остинского кинематографа режиссера Измаила Бурнацева. Фильм снят по мотивам остинской народной сказки. Она повествует о приключениях горца-бедняка, осмелившегося выступить против 3 разбойников-абреков, наводящих ужас на всю округу. В главных ролях любимые всеми актеры Исаак Говичев, Коста Берагов, Лактимир Детиев, Майрбек Цихиев, Тереза Кантемирова. Снялись в нем и участники Ардонского народного театра: Юрий Кулаев, Бартут Зугаев, Константин Каллагов, Евдоким Кайтуков, Заира Плиева, Елена Гоцаева и ее внуки. Я солистка героического хора много лет, 1975 года. Но самое интересное было в нашей жизни, когда нас в кино позвали. Первый раз нас позвали, когда снимали «Волшебную папаху». Мы там участвовали, но нас-то не очень-то там видно было. Мы ходили по базарам, танцевали с нашим коллективом. Было очень интересно там сниматься. Мы там и хохотались, и плакали. Все было очень интересно. До сих пор я не могу забыть. И горжусь собой, что я смогла участвовать в таких съемках. Одну из главных ролей исполнил Тимур Тлатов. Вот это да! За твое здоровье, Дидин! Много лет тебе жизни!
Сколько ж дураков на свете. Ты был прав, Дидин. Ну, начали сниматься, и там был такой сюжет, я воды боялся. И они должны были упасть в воду, а я говорю, можно я буду смеяться над ними? Да, говорит. И раз меня ногой кто-то толкнул, и я упал в воду. И Булат говорит, о, где вы его нашли? Мы его в воду не нашли, говорит. Теперь, говорит, надо, чтобы тебя повешать, и они меня повесили. Съемки закончили, они собрали вещи и уехали. А я, как раз никого нету, кричу, нету. А я вот висел, да, и лом забыли между камнями. И я слышу, и лом. Я говорю, сейчас упаду, а там обрыв. В 8 часов я провисел над солнцем и на ветре. И я как негр стал. А когда вот мы Гогичев играл на сенокосе, а меня заставили встать на ящик. Мы пошли, а я с ящика соскочил на землю. И меня не видно, трава большая. И московский кричит, где эти? Я говорю, я здесь, вот мой троп, видите. И когда они увидели, и он говорит, серьезно говорит актер. В 1994 году Тимур Тлатов снялся еще в одной замечательной киноленте «Легенда горы Тыбау» по мотивам романа Владимира Экскуля «Святой Илья горы Тыбау». Режиссер картины Рафаэль Гаспарянц. Историческая драма о трагической любви дочери главы рода Кабреку, который бежал из царского плена и скрывался в святой для осетин роще. В ленте снялись Дагун Амаев, Феликс Царикадзе, Вячеслав Вершинин, Николай Айсаламов, Земфира Галазова и другие корифеи остинских театральных подмостков. Эй, Кургок, ты здесь? Бог в помощь. Послушай меня, Кургок. Ты хочешь заработать? Ты должен последить за молодой хозяйкой, только осторожно. И сразу же сказать мне, если кто-нибудь из посторонних приблизится к ней. Ты понял меня? А это тебе. Возьми. Ну. Я не ошибся в тебе, Кургок. Ты настоящий мужчина. Только чтобы никто не узнал о моей просьбе. Договорились? Ну вот и хорошо. Найдешь меня? Будучи актером Ордонского народного театра имени Кумалагова Мурата, придя на репетицию, мне предложили роль на съемках кинофильма. Приехал, значит, режиссер и предложили, значит, снять, прочитать там текст какой-то, сфотографировать меня. И потом сказали ждать результата. Через 2 дня мне позвонили, что одобрили, что меня, значит, утвердили на эту роль. Это было в 2009 году, в сентябре месяце. Ну, как каждый актер, я тоже мечтал когда-то сняться в фильме. Ну, сказать, что повезло мне тогда. Фильм назывался, значит, «Такая служба, такая жизнь». Вот. Ну, снимались там такие видные актеры, как Егор Бероев, Кирилл Плетнев, Никита Мшанов. Какие впечатления от съемок этого фильма? Во-первых, сниматься в фильме и играть на сцене в театре – это 2 разные вещи. Я привык громко говорить, а там
усилитель, и звукорежиссер все налаживает. Как по привычке и громко я говорил там тоже. Ну, интересные моменты, конечно, были. Как вот, допустим, автомат научит пускается, и как вот это все, значит, отражается. Это все заранее пиротехники приготавливают и нажимают, и как будто на самом деле пули летят. Моментов много. И дымовая завеса, и вот всякие эти. В общем, интересов очень много было. 8-серийный боевик «Десантура. Никто, кроме нас» был снят в 2009 году режиссером Олегом Базиловым. Захватывающий военный отечественный сериал, рассказывающий о нелегкой службе десантников. Война подступила к самым границам России. Бывшие республики Союз захвачены огнем. Но есть десантные войска, и нет задач невыполнимых. Фильм снимался в Таджикистане, а последняя серия в Куртатинском ущелье Северной Осетии. В ролях Кирилл Плетнев, Никита Емшанов, Анна Снаткина, Екатерина Федулова, а также Егор Бероев, один из самых ярких российских актеров театра и кино, внук знаменитого майора Вихря Вадима Бероева, выходца из Осетии. Салам алейкум. Ишо, что это такое? Пока еще не знаю. Сейчас разберемся. Послушай, речь. Салам, уважаемый. Салам, салам. Алейкум ассалам. У нас с оружием по улицам не ходят. Здесь дети играют. Мой отец из Чечни. У нас там другие законы. Спасибо большое. Спасибо. Ну, спасибо, отец. Ну, пора. Как пора? Вы куда? Пришли тут, натворили дела. А за ним придут друзья, родственники. А у меня в ауле дети, старики, женщины. Отец, правда, у нас приказ. Ах, ну да, приказ. Пилотку носить, да? А я думал, армия всегда свой народ защищает. Правильно думал, отец. Парни, не отстаем. Давайте быстрее, собирайте. Мы остаемся. Как остаемся? Вот это правильный разговор. Они увидят, что здесь вооружены, и не сунутся сюда больше. Шутки шутишь. Толян, а что? Клиент все на базе. Да погоди ты. Вадим, ты же сам кричал, что ехать. Мы остаемся. Самарок, ты как? Отец, у тебя есть вино? Найдется, конечно. Ну ладно. Наливай. Непередаваемое впечатление, когда попадаешь на живые съемки фильма, художественного фильма. Когда приезжают именитые артисты, и рядом с ними ты чувствуешь себя тоже артистом. Это вообще-то такое впечатление, что создание фильма очень большая работа, кропотливая. Сколько там было людей, которые вспомогательные, как бы, кроме режиссера. И осветители, и операторы, и реквизиторы, звукорежиссеры, и которые там макияж наводили, и расстановку делали, где стоять, как стоять, что говорить. Это очень вообще интересное занятие снимать кино. Там, значит, была такая ситуация, значит, боевики наступают на аул, и мы в укрытие куда-то должны эвакуировать от людей. Да, в десантуре. Одни с одного двора выходили, другие с другого двора выходили, а я как староста аула должен был, ну как, руководить вот этой эвакуацией людей. Да вы так нас напугали, что когда прибежали и сказали нам, что идут боевики, давай бегом на этот, прятаться. Так у нас уже волос дыбом стало, мы бежали куда кто угодно, прятались от боевиков. То есть уже включили фильм. Давайте, быстрее!
Не задерживаемся, берем только самое необходимое. Быстрее! Живее, живее! Быстрее, быстрее! В следующий раз, когда нам предложили, значит, сниматься, это был фильм «Август 2008». Это мы снимали уже в Наре. Там столько народу было, сколько техники, военные бедные под солнцем стояли. Там палаточный городок развернут был, потом госпиталь. Вертолет летали, техника туда-сюда ездила. В общем, понамучились мы там. Мы участвовали в массовых съемках. Ну, один момент запомнился, значит, приземлился, значит, вертолет, смотрю, Кирилл Плетнев. И мы к Ишпилам подошли, поздоровались, сфотографировались вместе. О событиях августа 2008 года в Южной Осетии рассказывает военная драма «Август 8», вышедшая на экран в 2011 году. Фильм снят известным российским режиссером Джаником Файзиевым, в творческом арсенале которого такие киноленты, как «Турецкий гамбит», «Адмирал», «Дневной дозор», «Ночной дозор», «Ирония судьбы. Продолжение» и другие. Переплетение судеб множества людей, надежды, веры и любви, уничтожение материального мира и гимн лучшим человеческим душевным качествам. Много широко известных и любимых киноактеров снялось в этой ленте. Светлана Иванова, Максим Матвеев, Егор Бероев, Кирилл Плетнев, Гоша Куценко. Вместе с ними на съемочной площадке побывали Алик Цомаев, Таймураз Бязыров, Константин Калагов, Евдоким Кайдуков, Елена Гуацаева, Мира Боцеева, Жанна Купеева и Роза Куркунули. Вот тогда я точно поняла, что очень горек хлеб актера, потому что можешь, не можешь, хочешь, не хочешь, ты это должен сниматься. Ага, помнишь, как мы в реку зашли? А она мне говорит: Роза, пойдем, там, говорит, он речка протекает, пойдем, хоть пыль чуть-чуть смоем. Ну, пойдем, спустились, вроде умылись. Жанна говорит: все, я, говорит, я уже все помылась. А когда я на нее посмотрела, негритенок стоит около меня, я говорю: Жанна, посмотри на себя, что я умылась. Черное лицо она размазала, все. Все хорошо. Еще волосы кучерявые, и негритенок точно. Помнишь в этих, когда, значит, все, дубль, и пошли, вертолеты полетели, танки пошли, и мы среди вот этого всего тоже двигаемся вперед, и пока нам опять не скажут: стоп, машина, и опять на исходную. В 2013 году ардонцы приняли участие в съемках 2 короткометражных фильмов «Эхо ветра» и «Гость». Музыкальный фильм «Эхо ветра» переносит нас в Осетию XIX века. Фильм о простом и вечном, о традициях, обычаях и культуре остинского народа. Режиссер-постановщик Константин Бутаев, главный продюсер Арсен Сакулов, продюсер Мадина Икаева, оператор-постановщик картины, кинооператор студии «Таджикфильм» Георгий Дзалаев. Художник-постановщик Амуркул Барубаев был приглашен из Австралии. Главную роль сыграла Тамара Тотрова, в массовых сценах Диана Караева, Таймураз Плиев, Алан Челдиев. «Эхо ветра», как я говорил, Икаева Мадина, там со своими подругами, у них появилась идея, обратились к Бутаеву Константину. Тот быстренько написал сценарий, и из клипа получился фильм музыкальный, героико-романтический фильм. Вот, как я попал туда. У нас в Питере обучающая студия киноактера. Я там работаю помощником преподавателя
актерского мастерства, ну, сцен движения там. И вот, одним словом, я работаю в бригаде Константина Николаевича. Вот он меня позвал, пришлось заниматься всем. Был вторым режиссером, помощник режиссером, был на хлопушке. И еще пришлось сыграть в эпизодиках, потому что просто не хватало рук и людей. Проект был интересный, а интересный тем, что там основной контингент были непрофессиональные. Место, где проходили съемки, это забыть невозможно. Одни хорошие положительные эмоции и воспоминания. Изначально было немного тяжело даже, но вся наша команда, все меня поддерживали все это время, и мне это очень помогло. Мы репетировали, занимались, тренировались и днем, и в жару, и в холод, и в дождь. Вот, надеюсь, что в дальнейшем увидим результат положительный. Я тоже в одном фильме снимался, ну как, тоже московский, фильм назывался «Гость», и там по мотивам абхазского режиссера у нас проходили съемки в горах. В каком селе были? В Лиговском селе, да, проходили съемки. И мы были там. Съемки были очень интересные, очень захватывающие. Очень мне понравились. Я надеюсь, когда-нибудь еще посчастливится. Да. Месть пишется на песке, прощение на небесах. Это эпиграф к фильму «Гость», который повествует о важных человеческих ценностях и о национальных обычаях и традициях народов Кавказа. Герой фильма, ничего не подозревая, прячет от преследователей убийцу своего сына. Существующая много веков кровная месть застилает глаза даже самому добропорядочному человеку. В данном случае, когда это обнаруживается, главный герой находит в себе силы, мудрость и оставляет гостя наедине со своей совестью. Внутренняя борьба главного героя раскрывает нравственные качества человека, а любовь к ближнему побеждает агрессию, эгоизм и насилие. В съемках этого поучительного фильма режиссера Георгия Татонова снялись ордонцы Риева Заира, Куркумули Роза, Елена Гуцаева, Эрна Хатакова, Зинаида Цукоева.
помнишь, мы похоронная процессия, впереди нас идет Зина Дзукоева, причитали, да, это у нее это очень натурально было, ну, хотя мы там перед этим долго репетировали, но тем не менее у нее это очень хорошо получилось. А мы подходим, да, подходим, и помнишь, и мы сразу начинаем хохотать, потому что покойник лежит, подмигивает и палец вот так вот выставляет. И мы, естественно, начинаем хохотать, да. Съемки идут, а мне говорят, актер-то Юма, Судина, Жорна, Судан Хаш, вот это, я как похожа там, камера, вот это. Нертая чимусова деревня ходы камера, вам надо плакать, а вы улыбаетесь. Вам надо плакать. Я знаю, что сказал, когда лапума кулит кашем. Матай как кулит калимата лахтам, да. Вы говорите, опера от Бога. Закончился опер-равель. Сдох. Когда Базгай к башке моей пистолет приставил. В 2018 году режиссер Александр Аравин снимал в Осетии сцены из военного боевика «Решение ликвидации» об особом задании спецгруппы ФСБ ликвидации террориста Шамиля Баскаева. Фильм основан на реальных исторических событиях, происходивших на территории Северной Осетии и Ингушетии. В основу киносценария легли воспоминания непосредственных участников антитеррористической операции. В главных ролях Игорь Петренко, Алексей Вертков, Аюб Цингиев, Алексей Шевченко. И вновь в съемках «Пансовок» понадобилась помощь артистов из Ардона. Алик Цумаев, Николай Сикоев и Евдоким Кайтуков отлично справились с поставленной задачей. Ну, там маленькие эпизоды были. Например, Сикоев прогонял скот утром. Вот. А я, значит, там что-то ввожусь, какие-то камни переворачиваю, и проходят, значит, двое, незнакомые в ауле, я оглядываюсь, ну, буквально 5-7 секунд. Евдоким сидел с четками, старик, перебирал эти четки. Вот такие моменты были. Какой мальчик или какая девочка не мечтает в молодости, когда показывают фильмы красивые. Мы мечтали в детстве, поинтересовались даже во Владикавказе когда-то, что проходят съемки. А мне досталось, хотя уже на склоне лет, я очень рад, что меня пригласили, меня утвердили на эту маленькую роль. Спасибо им за это. Меня в основном-то из-за взгляда, наверное, сурового взгляда этот режиссер выбрал. Я не могу точно сказать, но я так думаю. По возрасту я как пожилой человек. И предупредили его, что будут проходить ребята, двое ребят. Вы посмотрите, встречаете таким, ну, вот, суровым взглядом и провожайте так же. На этом моя миссия закончилась, меня поздравил режиссер, сказал спасибо. Дубль 1, говорит, ты справился, молодец, будь ты здоров. В 2019 году на экраны вышел фильм Акима Салбиева «Темур Алсар». Это экранизация удивительной, мощной, героической поэмы Георгия Мавити, события, которые происходят на рубеже 17-18 веков. Вечная вражда между бедными и богатыми, несчастная любовь и крепкая дружба – это новое кино, симбиоз различных жанров, своеобразный эксперимент Акима Салбиева, к которому он привлек выдающихся актеров, каскадеров, наездников. В фильме снялись Василий Ланобой, Людмила Чурсина, Аристарх Ливанов, Александр Михайлов, Дмитрий Харатьян, певица Зара, Феликс Царикати, конный театр «Нарты». Для съемок осетинского массового танца «Синт» были приглашены 3 хореографических коллектива из Ардонского района. Ансамбль песни и танца имени Баламарзоева Аланта, районного дворца культуры, руководитель Давид Астаев, ансамбль народного танца Ироновш из селения Катгарон, руководитель Руслан Кисаев, ансамбль народного танца Бонварно городского дома культуры имени Барту Дзугаева,
руководитель заслуженный работник культуры Республики Северная Осетия Аланя Батрас Качмазов. Картина с рабочим названием «Большие змеи Улли Кале» режиссера Алексея Федорченко. Исторический фильм, рассказывающий о взаимоотношениях России и Кавказа в XIX веке, в самый разгар Кавказской войны. Она еще не вышла на большой экран, поэтому мы не будем рассказывать о сюжете. Скажем только, что снималась она в 2020 году, в том числе и в горах Северной Осетии. Из числа самодеятельных актеров Ардона были выбраны Елена и Елизавета Гуцаева, Роза Куркумули, Людмила Антонова, Мария Андрусенко, Георгий Бугулиев, Алик Цумаев, Астемир Гугаев и Петр Золотарев. Давайте послушаем, что говорят об этом проекте сами артисты. Вот последний фильм «Большие змеи Аула». Там, значит, вот этот обряд, он как-то нам неприемлемый обряд. Но мы вошли в роль и сыграли эту роль. Через себя пропустили, как бы перевоплотились и показали этот обряд. Смогли показать. Да. Их то есть вот этим интересно сниматься в фильме, что человек входит в роль и другим человеком себя показывает. Тем, который нужен по образу. Это интересно. Вот играешь роль другой национальности, и вот на себя все это как будто пропускаем себя. Да. А вот сама вот эта процедура, когда нас начинают гримировать, выходим, уже друг друга не узнаем. Ну и шутки тоже бывают. Вот, например, когда меня гримировали, этот Евдоким сидит, и меня начали гримировать. И вот девушка начала раз, и я начинаю говорить: приятно мне твое прикосновение, взгляд твой обращенный на меня, испытывая такое наслаждение, когда ты смотришь на меня. Стихи! Предложили. Приехали в дом, предложили. А я сидел на улице, спрашиваю: вы в съемки пойдете? Да с удовольствием. Я никогда не был на съемках, с удовольствием пойду. Ну, часто я фотографирую, переслаю фотографию. Годится, разгодится на еду. И поехали, повезли нас сюда, в город. Я первый раз сам прожил здесь, а первый раз я туда попал в ущелье, первый раз. И мы просто посмотрел внизу, где-то вода журчит, а тут видите горы. Красота. Ну и на съемку нас нарядили, я старообрядцев. Я сам себе взял, как что за ничего не пойму. Тут девочки выходят, все тоже дрожаны. Я их просто не узнал. Сам себе дал около зеркала. О, Боже мой, какой. А сам грим какой. Загримировали, борода, все это все. Борода идет? Да, прям. То я не могу, я не бритый, я не могу. Невозможно. Борода идет, все идет. И комплекция красит, все на свете ко мне подошло.
А вот как-нибудь борт отпустить дома, проходить. Ну, я не знаю, мне тоже очень понравилось все. Я вообще фактически мечтала тоже. Естественно, когда пригласили, тут уже, конечно, это такое настроение, такое хорошее, чтобы поехать. И потом нас нарядили. Ну, мы не сопротивлялись, я хоть во что бы нарядили, лишь бы только принять участие. Посниматься на старости лет в кино, посмотреть себя, нам было очень интересно. Костюмы были очень интересные. Ну да, старинные. Как нас там гримировали, нет, никакого этого даже на лице не было. Все было естественно, нас чуть-чуть просто подправили, старинные наряды надели на нас, и мы вроде как вошли в роль, в свою. Вот, и мы очень довольны, что мы поехали, что нас сняли, что мы приняли участие в этом фильме. В августе 2021 года продюсерский центр Меммедиа из города Москва снял документальный фильм, посвященный столетию футбольного клуба «Алания Владикавказ». Фильм об истории клуба, о знаковых событиях и победах, об игроках и выдающихся деятелях клуба. В одном из эпизодов фильма снялись Елена Гурцаева и Георгий Кулиев. Недавно нас пригласили опять сниматься в фильме про наш «Спартак Алания». Нам очень приятно бывать, когда Алания выигрывает. Приезжает наш внук, он футболист Алании. Приезжает, как мы это увидели, он идет, мы давно его не видели. Мы его обнимаем, потом деду, скорее вот наш внук приехал, внук наш привез дедушке футболку, майку футбольную, 10 номер. Я говорю, деду, как тебе эта майка идет, ты будешь вратарем. Вот, деду, вот, баба, вот тебе я майку привез. Ох, радость какая-то была. Жора себя чувствовал свободно, как будто никаких не было. актер Большого театра. Мне как-то типа как будто привычка была уже, я давно как будто с ними играл, знаешь. Снимается там легко. Я привык к этому делу и ожидал, что дальше будем делать. От всей души желаем нашему Аланию больших успехов, чтобы они все вышли на высшую лигу. И все мы опять гордились. Мы и сейчас тоже гордимся. Мы их очень любим. Аминь. Вот такая интересная история Его Величества кино в Ардоне. Кинематограф надолго вошел в жизнь ордонцев, и мы уверены, что впереди нас ждет много интересных проектов, много увлекательных приключений, приятных знакомств и много новых имен в титрах к фильмам. И это могут быть ваши имена. Я люблю твой свет и сумрак. Старый зритель, я готов занимать любое место в тесноте твоих рядов. Но в великой этой драме я со всеми наравне, тоже в сущности играю роль доставшуюся мне.